Сегодня в выставочном зале Национального художественного музея открылась выставка народного художника Российской Федерации, якутского графика Афанасия Петровича Мункалова. К сожалению, он в сентябре ушел из жизни, и получилось, что выставку мы делаем без него. И поэтому эта выставка приурочена 80-летию художника. Но выставка необычная, потому что мы показываем... При жизни у Афанасия Петровича было очень много разных выставок, персональных выставок. Не только у нас в Якутии, но и в Москве, в больших городах. Вот. И мы сделали необычную выставку. Во-первых, мы показываем его основные работы. Его основные работы, с которыми он вошел в искусство, создал, в конце концов, школу якутской графики и вывел на международную арену наше родное искусство. Вот. Но кроме этого у нас как-то всегда мы делали выставку ему как художнику. А сейчас мы хотели показать не только как художника, но и как человека, который внес очень большой свой вклад не только в развитие искусства, но и в развитие художественного образования у нас в республике. И, конечно, есть множество людей, и коллег, и художников, и студентов, и выпускников институтов, которые учились у него, которые уважали его, которые любили его. И поэтому тема этой выставки графическая школа Афанасия Петровича Мункалова абсолютно не случайная и действительно показывает его и как художника, и как человека, который внес огромный вклад в художественное развитие Якутии. В первую очередь Афанасий Петрович – это один из самых крупных фигур, вообще значительных фигур в изобразительном искусстве Якутии. То есть человек-новатор, человек, который радикально вообще обновил изобразительный язык искусства Якутии. Это как бы не пустые слова. Дело в том, что это человек-самородок, который вышел из народа, да, и как бы сам пролагал себе путь вообще в жизни. Невероятно сложная, конечно, жизнь была после войны, вы все знаете, да, но он как бы попал в хорошую среду, именно художническую, Суриковский институт, там появились его сподвижники, и невероятно как бы прожил он счастливую жизнь, да, и его работы это вообще образец, высочайший образец вообще высокого профессионального искусства. Это признают не только мы, да, это все профессионалы российского и международного уровня. И поэтому мы все эти годы жили вообще абсолютно счастливы за такой значительной фигурой, как Афанасий Петрович, и который только своим присутствием он как бы расширял нам горизонты вообще в искусстве, вообще в понятиях многих изобразительного искусства, что в живописи, что в графике, что в любом виде искусства. Для нас папа был, конечно, для всех он был очень известным человеком, таким творческим художником. Для нас он был просто папой, добрым таким, отзывчивым, строгим, конечно, требовательным. С детства мы всегда ощущали его заботу. И, сейчас уже по истечении, став взрослой, уже не детские такие, я поняла, что он был, конечно, очень талантлив, и что в его годы создать такие работы, мне кажется, даже в нынешнее время немногие в таком возрасте могут создать такие полотна, мне кажется. Но мы его очень любили, он вообще был человек такой, очень, меня всегда удивляло то, что он был очень легкий на подъем. Очень много ездил, он очень много путешествовал по республике, за границей. Даже в таком возрасте, 70-80 лет, он умудрялся ездить за границу, допустим, самостоятельно. И всегда нам говорил, учить язык, что это всегда вам пригодится, всегда очень нужно, потому что чувствуешь себя как без языка. И для меня, например, ездить это тяжеловато. А он был очень такой легкий на подъем, легко находил общий язык с людьми. Ему всегда были очень рады, встречали. Если мы с ним ездили, его очень хорошо встречали. Всегда с таким большим уважением. У нас все было уже готово, все так
теплый очень прием был. И ну, часто мы с ним путешествовали по республике, ездили с ним вместе. Был очень разносторонний. Да, был очень разносторонний, очень любил книги, любил друзей, общение вообще. Ну, такой был.